торжественному маршу! Батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Соляков. На Красной площади юные музыканты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Более 7 тысяч воспитанников в составе роты барабанщиков удостаивались чести открывать торжественное шествие войск, задавая темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Мимо трибун проходят знаменные группы Знамени Победы, государственного флага Российской Федерации и Знамени Вооруженных сил России. Возглавляет знаменные группы майор Алексей Рупленко. Знаменную группу сопровождает почетный караул 3 видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Право быть в строю почетного караула предоставлено лучшим военнослужащим 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под командованием полковника Сергея Бессонова. Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен, прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. Торжественным маршем проходят парадные расчеты подразделений времен Великой Отечественной войны. Первыми идут пехотинцы со знаменитыми винтовками Мосина. Именно пехота с первого и до последнего дня войны в череде непрерывных боев огнем и штыком ковала победу. На брусчатке Красной площади летчики в форме военных лет. Именно они в воздушных боях очистили небо от фашистских стервятников. На Красной площади моряки, ставшие в годы войны примером мужества и отваги. На марше саперы Великой Отечественной войны. Их самоотверженные действия спасали жизни солдат, возвращали к мирной жизни города, освобождая их от мин и боеприпасов. На площади войсковые разведчики. Дерзость, находчивость, вера в победу – вот слагаемые успешных действий разведки в тылу врага. Неувидаемой славой покрыли себя воины-пограничники. 485 застав, первыми принявшие удар врага, вели неравный бой до последнего патрона. Мимо трибун идет рота ополченцев.
Летом 41 года более миллиона граждан вступили в ряды добровольческих дивизий, защищая Отечество и родной дом. На Красной площади парадный строй казаков. Во главе парадного строя атаман Российского казачьего общества, казачий генерал Николай Далуда. В годы войны более 250 казаков стали героями Советского Союза. Завершают историческую часть парада на Красной площади офицеры в форме участников парада победителей 1945 года. Во главе парадного расчета генерал-лейтенант Андрей Топоров. Сегодня мы рады приветствовать на параде Победы военнослужащих армий стран Содружества, независимых государств и дружественных стран. На Красной площади подразделения бригады миротворческих сил Азербайджанской Республики. Возглавляет парадный расчет майор Самик Мамедов. Через горнило войны прошло свыше 600 тысяч азербайджанцев. На марше парадный расчет вооруженных сил Республики Армения под историческим знаменем 89-й Таманской краснознаменной орденов Красной Звезды и Кутузова стрелковой дивизии. Командует парадным расчетом полковник Ашот Акобян. Под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей проходит рота почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шепелевич. На Красной площади парадный расчет 3 видов индийских вооруженных сил под командованием майора Анджума Горка из Сикского полка легкой пехоты. В 1944 году 2 военнослужащих Индии за храбрость награждены орденами Красной Звезды. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады, лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. На Красной площади подразделения вооруженных сил Кыргызской республики под боевым знаменем 8-й гвардейской Режецкой краснознаменной орденов Ленина и Суворова мотострелковой дивизии имени генерал-майора Панфилова. Парадным расчетом командует полковник Бекказы Туминбаев. Мимо трибун проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китая. Расчет возглавляет генерал-майор Бао Цзэминь и старший полковник Хань Цзэ. По Красной площади проходит рота почетного караула Национальной армии Республики Молдова. Возглавляет парадный расчет капитан Виталий Жослин. Перед трибуной проходит подразделение вооруженных сил Монголии. Возглавляет парадный расчет командир специального батальона полковник Бадделгерин Хаш Эрдене. Монголия с первого дня войны стала надежным союзником нашей страны. Под руководством командира гвардейского батальона подполковника Драгана Яковлевича на Красной площади парадный расчет военнослужащих гвардии войска Сербии. Сербский народ первым в Европе восстал против фашистской агрессии и всегда будет помнить павших воинов. По Красной площади проходят выпускники военного института Министерства обороны Республики Таджикистан. Возглавляет парадный строй подполковник Хафиззада Файзи Мухаммад. На Красной площади военнослужащие вооруженных сил Туркменистана. На автомобилях «Победа» представлены государственный флаг
и боевое знамя 748-го стрелкового полка, в котором воевал дед президента Туркменистана Бердымухамед Аннаев. Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходит рота Московского Суворовского военного училища. В июне 1945 года 210 воспитанников училища впервые приняли участие в Параде Победы. Возглавляет парадный расчет полковник Игорь Якимов. На Красной площади воспитанники Тверского Суворовского военного училища. В 1943 году училище приняло первых мальчишек военных лет. 18 из них были сынами полков, имели боевые награды. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет юных нахимовцев из Санкт-Петербурга. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Андрей Синевич. Более 15 тысяч флотских офицеров начинали постигать морскую науку в стенах училища. По Красной площади проходят юные моряки Кронштадтского морского кадетского корпуса. Впереди начальник корпуса капитан первого ранга Николай Довбешко. Уже 25 лет учебное заведение готовит будущую смену флотоводцев. В параде Победы участвуют лучшие представители военно-патриотического общественного движения «Юная армия», в рядах которого уже более 750 тысяч человек. Возглавляет парадный расчет начальник главного штаба движения, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России. Открывает прохождение слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Александр Романчук. Большинство прославленных маршалов Победы и командиров Красной армии обучались военному искусству в стенах академии. Мимо трибун проходит парадный расчет военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет является единственной в стране высшей военно-гуманитарной школой, центром подготовки специалистов военно-политической работы. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный строй полковник Андрей Титов. Старейшие кузницы отечественных офицеров-артиллеристов и ракетчиков исполняется 200 лет. Из стен академии вышли 98 героев Советского Союза и Российской Федерации.